Добрый вечер на телеканале Милет Хаберлер. В студии работает Лилия Виджат. Итак, главные новости к этому часу. 30 лет мучений. Он меня вытолкнул. Сказал, здесь своего ничего нет, убирайся. Жительницу Зуи выгнал из дома собственный брат. Кто поможет? Да, вот это дом. 50 километров по глухой тайге. Прошел медкомиссию, 3 часа уже полетели. Ради мечты школьник сделал невозможное и попал в Артек. Ребенок должен хотя бы раз почувствовать себя абсолютно уникальным. Черное море продолжает удивлять. В районе Балаклавы также были замечены некоторые аномальные магнитные аномалии. В Крыму нашли Древний Рим. Сегодня появились уникальные кадры. У берегов Крыма нашли древний парусник. Специалисты предполагают, что судно относится к временам Древнего Рима. Корабль хорошо сохранился, под водой видны очертания корпуса. Это одномачтовое судно, которое имело весла. Водолазы взяли с корабля фрагмент судна, который будет передан в Москву для изучения и точной датировки возраста древесины. Жительница Белогорского района осталась бездомной. Собственные родственники ее выставили на улицу. В семейной драме разбирался наш корреспондент София Шукурова. Да, вот это дом. Вот уже 2 месяца Лютфия Ильясова не может попасть к себе домой. Она в прямом смысле слова осталась на улице, и ее родные брат и сестра изначально издевались, а после просто выставили женщину на улицу. Брат уже сколько? Лет 8, наверное. Как он отключил свет, я жила без электричества. Потом он, значит, отключил это электричество. На кухне меня не пускали. Я когда читаю молитвы, он специально включает на полную мощь музыку эстрадную, и не дают даже мне молиться. 19 июня вечером он выкинул все мои вещи в огород. Я хотела зайти, сделала шаг туда, он меня вытолкнул. Сказал, здесь своего ничего нет, убирайся. По мнению женщины, путем фальсификации, обмана и коррупции родные люди пошли на подлость. История началась еще в 1994 году. Тогда учитель с 30-летним стажем Лютфия Ильясова была поставлена на квартирную очередь. И уже в 1997 году пришло распоряжение на выкуп жилья. Но по странным обстоятельствам Белогорская районная администрация оформила домовладение на сестру Лютфии Ильясовой. Она же из очереди была исключена. Во всем этом был виноват мой брат. Он на тот момент работал заместителем председателя постсовета. Все было в его руках. И он, значит, через год стал выселять мою сестренку. Он, значит, выселяет ее из дома, не дает разрешения даже посещать дом, вот, и лишает ее родительских прав на 3 детей. У нее отняли ее детей. Брата в составе семьи не было. Он никакого отношения к этому дому не имеет. Поступок родных Лютфии Ильясовой шокировал почти всех жителей поселка Зуя. Рассказывают, более 20 лет пенсионерка терпела издевательства со стороны брата. Она утверждает, не раз ее били и выставляли из дома. Все люди знают, как она, бедная, страдает, вот, как она мучается. Это родной брат. Я свидетель того, что как ее даже побили. Прибежала она ко мне, в домашнем платье, порватом и поцарапана с кровью. Бьется с этим вопросом, она обращается во все инстанции, и почему-то за столько лет ей никто до сих пор не помог. Вот это вот вообще удивляет. Я думаю, что это коррупция. Почему инстанции все бездействуют? В одиночку справиться с проблемой Лютфия Ильясова не смогла. По факту незаконного выселения она обратилась в правоохранительные органы, затем к юристам. Факт подделки документов налицо, однако почему-то прокуратура Белогорского района посчитала, что нет необходимости вмешиваться в данную ситуацию. Достаточно странно, потому что в 2015 году именно прокуратура выступала в интересах Ильясовой. А сейчас мы планируем обратиться в прокуратуру республики, все-таки по факту бездействия прокуратуры Белогорского района. В администрации Зуйского сельского поселения проблему хорошо знают, но помочь Лютфии Ильясовой ничем не могут. Факт незаконной выписки глава администрации не отрицает. Здесь работал ее брат, заместитель, был у меня, Аметов Вадим Ваитович, пришел с просьбой, что прописано много там людей у них, и в связи с тем, что матери не получается субсидия, потому что прописаны, надо перепрописать их. И они перепрописались. По словам Лютфии Ильясовой, правоохранительные органы на ее обращение не реагируют. Жить ей негде, куда идти, от кого ждать помощи, когда предают самые близкие люди. Вопрос остается открытым.
София Шукурова, Аким Бекиров, телеканал «Миллет». И снова наркотики на границе. Украинец пытался провести в Крым марихуану. Об этом сообщила пресс-служба погрануправления. В пресс-службе уточнили, наркотики на автомобиле «Тойота» через пункт пропуска Джанкой пытался провести житель Краматорска. Он пояснил, марихуану приобрел за 200 гривен через интернет для личного употребления. Выявленный запрещенный груз изъят установленным порядком и передан в экспертно-криминалистический центр. По результатам исследования выяснилось, что представленное вещество является каннабисом. В настоящее время гражданин Украины передан в правоохранительные органы, где решается вопрос о возбуждении в отношении него уголовного дела по признакам состава преступления, предусмотренного частью 1 статьи 229 прим. 1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Контрабанда наркотических средств». И еще один наркоагроном в Ленинском районе. Сотрудники полиции выявили факт незаконного культивирования наркосодержащих растений. Кусты мужчина выращивал в теплице, создавал максимально благоприятные условия для быстрого роста запрещенного растения. ДТП на Крымском мосту. Пострадали 2 человека. По предварительным данным МВД, водитель легкового автомобиля не заметил стоящую автоцистерну, осуществляющую дорожные работы. Движение по одной из 2 полос пока приостановлено. Обстоятельства ДТП выясняются. В столице продолжают устанавливать уличное освещение. Работы идут в круглосуточном режиме. Об этом сообщил директор муниципального бюджетного учреждения Николай Коновалов. Сейчас идут работы на улицах, где не было света десятилетиями. Недавно завершили работы на Ялтинской. Данный район не освещался порядка 30 лет. На объекте был выполнен монтаж порядка 2 километров магистрального провода и установлено 75 светильников. С 90-х годов наружное освещение здесь было разграблено. Мы работаем по утвержденному плану. План утвержден администрацией города Симферополя. Все работы будут завершены спусконаладочным этапом 10 числа текущего месяца. В Госкомнате состоялось итоговое заседание коллегии. Среди основных вопросов – реализация государственных проектов. Участники встречи, руководители структурных подразделений отчитались о проделанной работе и затраченных за полгода средствах. В этом году на развитие социально-культурной сферы, на обустройство граждан из числа реабилитированных и на обеспечение межнационального согласия запланировано более 3 миллиардов рублей. За 7 месяцев бюджет Крыма пополнился на 22,5 миллиардов рублей. Это собственные поступления. Об этом сообщила министр финансов Крыма Ирина Кивико. По сравнению с 2015 годом рост доходов бюджета составляет 75%. Большая часть расходов денег республики направляется на социальную сферу. 79 миллиардов, 36,2 миллиарда – это социальная сфера. То есть от общей суммы расходов это почти 46%. У нас, то есть можно наш бюджет назвать социальным, что все-таки очень много средств у нас тратится на социальные выплаты и социальные расходы. Вот мы видим, что образование 14,5 миллиардов из общей суммы 79,2 составила. Социальная политика составила 13,6 миллиардов. Опять же, повторюсь, от 79,2 миллиардов расходов, то есть очень большой, да, в проценте от общей суммы. Главный финансист Крыма рассказала, расходы бюджета на реализацию ФЦП увеличились. По сравнению с прошлым годом это почти в 3 раза. Уже у нас за 7 месяцев потрачено и закрыто актами выполненных работ где-то выплачены авансы на общую сумму 28,4 миллиарда. По сравнению с предыдущим годом это выше в 2,7 раза, потому что в прошлом году цифра составляла 10,3 миллиарда. Поэтому мы видим, что успешно реализуется наша федеральная целевая программа, если смотреть на расходование бюджетных средств и на те стройки, которые развернулись. Все мы ездим по Крыму и видим, как активно идет строительство. Как спастись в чрезвычайной ситуации на воде и как оказать помощь утопающему? Этому детей обучили воспитанники и инструктора военно-патриотического клуба «Варяг». В детском лагере «Солнечный» в районе Алушты состоялось закрытие детской образовательной смены по программе президентских грантов. В течение смены инструктора ВОСВОД и инструктора «Варяга» принимали участие по морской подготовке детишек. В плане подготовки было спасательное дело, бросание спасательного круга, конца Александрова, освобождение от приемов тонущего, буксировка тонущего на воде. Юные спасатели пообщались с воспитанниками, курсанты клуба обучались специальным навыкам и поделились опытом.
проводили? Нам проводили инструктаж по водному спасательному своду. Нам рассказывали, как одевать правильные жилеты, как правильно кидать круг. Также у нас были разные конкурсы. Схема перевозки грузовиков в Крым через Керченскую переправу упрощена. Теперь оформление грузовых автомобилей можно будет осуществлять на площадке «Кавказ-3» в Краснодарском крае. Данная мера позволит сократить время и сделать процедуру более удобной. Сегодня пропускная способность переправы позволяет перевозить более 2500 грузовых автомобилей в сутки. В Республике Крым начались учебные сборы летного состава МЧС России. Повысить уровень подготовки на полуостров прибыли сотрудники чрезвычайного ведомства со всех уголков России. Активное участие принимают и крымские спасатели. Первый день сборов начался с тренировки в акватории Черного моря. Экипажи вертолетов Ми-8 совместно с крымскими спасателями отрабатывали мастерство поисково-спасательных работ. В отработке действий по беспарашютному десантированию было задействовано 6 человек от «Крымспас». Собрали мы со всей страны самых лучших летчиков. Это летчики-инструктора, летчики-инспектора, которые здесь пройдут обучение, методическое свое восстановление и далее разлетятся по всей стране и будут готовить летчиков уже непосредственно на своей территории. Сегодня в Симферополе 6 гражданам с производственными травмами выдали ключи от новых автомобилей. Акцию организовал Фонд социального страхования. Фондом социального страхования выделяется в бюджет. Вот в этом году у нас заложен 31 миллион. И в рамках программы реабилитации мы осуществляем обеспечение пострадавших на производство вообще широким спектром технических средств реабилитации. Она действует сроком 1 год. Если по медицинским показаниям ему рекомендуется автомобиль, он приходит в Фонд социального страхования, подает заявление, и мы в течение года обеспечиваем его автомобилем. Все автомобили адаптированы. Функции педалей газа и тормоза тут выполняет один рычаг возле руля. Это для того, чтобы человек с ограниченными возможностями мог без труда управлять транспортным средством. Получить автомобиль Усейну Ниязову стало возможно только в российском Крыму. Я 2 ночи не спал. При Украине я заявление писал раз 5-6. И все в угол, знаете, куда-нибудь. 50 километров ради мечты. Школьник из Ямала прошел тундру, чтобы попасть в Артек. Сейчас юный спортсмен на территории детского счастья и уже делится впечатлениями. Султаниса Такаева знает все подробности. 12-й отряд, лагерь полевой. Радостные и взволнованные артековцы разучивают первый танец с приветливыми и веселыми вожатыми. Ребята пытаются проникнуть в жизнь Артека. И вот первая кричалка уже заучена. Наш любимый Артек! Полевой наш Артек! Не забудем вовек! Для этих ребят Артек стал не просто осуществившейся мечтой, но и заслуженной наградой. Ямальский спортсмен Някучи Лаптандер, чтобы отправиться на отдых в Международный детский центр, прошел 50 километров по байдарадской тундре. 12 часов без еды, воду пил из озер. О трудностях не задумывался. И вот он уже с балкона своей комнаты наблюдает за величественным Аюдагом и вдыхает свежий морской воздух. Прошел 50 километров до станции Паяты. Потом я сел в поезд, записался. Потом меня в Обской встретили. Прошел медкомиссию. 3 часа уже полетели. Някучи Лаптандер входит в группу ямальских спортсменов. В Артеке их ждет знаковое событие – 2-й международный фестиваль национальных видов спорта. По словам подростка, в тундре он занимается активным досугом, прыгает через нарты, бегает с палкой. К нам приезжают ребята с разных уголков России, из Японии, Китая, Нидерландов, Белоруссии, Донецкой Народной Республики. Ребята на площадках лагерей покажут свои национальные уникальные виды спорта.
И задачей данного фестиваля является пропаганда национальных видов спорта, демонстрация национальных культур детей через спорт, пропаганда здорового способа жизни и гордость ребят за их национальные виды спорта. Артековцев ждет счастливая смена. Мастер-классы, показательные выступления. Ребята примут участие в соревнованиях по прыжкам через нарты, метанию тензяна и беге, а также в других дисциплинах северного многоборья. Любое занятие, которое такое от души, оно дает возможность ребенку реализовать себя. И это очень важно, потому что сюда приезжают дети, в чем-то себя проявившие, в чем-то уникальные, и этой уникальностью делящиеся с другими. Это очень важно. Мне кажется, что на самом деле вообще Артек просто то место, в котором ребенок должен хотя бы раз почувствовать себя абсолютно уникальным, ценным, важным, самым-самым нужным. Артек объединяет страны и континенты, добрых и дружелюбных ребят из разных государств. Здесь каждый может покорить новые вершины, обрести верных друзей и новые возможности. 9-я смена продлится 21 день. Вожатые обещают, детям скучно не будет. Для них подготовлена обширная, развлекательная и познавательная программа. Султанис Такаева, Аким Бекиров, телеканал Миллет. И на этом наш выпуск завершен. Больше информации в наших социальных сетях. Хорошего вечера.